Жители микрорайона Исмаилбей в буквальном смысле утопают в грязи. Четверть века в бытность незалежной их кормили только обещаниями. А вот к строительству дорог так и не приступали. Калоши и кирзовые сапоги вот уже много лет как стали неотъемлемой частью гардероба каждого жителя. До кладбища дороги никакие там откопано. Пройти по этой грязи никто не пройдет. В рамках реализации федерально-целевой программы в прошлом году в микрорайонах Исмаилбей и Спутник начали строительство 9 дорог. Общей протяженностью 6,5 километров. Еще 6 будут построены до 2020 года. Помимо этого здесь строят детский сад и школу. На днях приступит и к возведению современного спортивного комплекса. Микрорайон внесен в программу депутата Госдумы Руслана Бальбека «Спортзал в каждый населенный пункт». 25 лет на Украине столько не сделано, сколько за 4 года столько делается. Дороги, мосты, аэропорт какой построили шикарный. Поэтому больницы, детские сады, школы, поэтому мечеть. 10 лет не давали землю нам, а здесь за 1 год решили вопрос, и мечеть уже достраивается. На встрече присутствовала крымско-татарская общественность. Они озвучили актуальные вопросы Рустему Казакову и представителям администрации города. Также обсудили и предстоящие выборы президента. Немаловажно то, что жители микрорайона настроены позитивно. Отмечают, что инфраструктура города и района в российском Крыму стремительно развивается. И это только начало. Скоро будет у нас выборы, да? Думаю, что мы все пойдем туда и будем голосовать. Мы видим в течение 3-4 лет, у нас в городе Евпатории много изменений, дороги особенно. То, что мы 27 лет ждали в Исмаилбее, уже началось, уже много чего сделано. Школы, спортивные залы будут скоро строиться. Уже начали. Главное, что начали. Легендарный спортсмен призвал евпаторийцев принять участие в выборах президента России, выполнить свой гражданский долг перед Отечеством. Старейшины микрорайона также считают, что необходимо проявлять активную жизненную позицию. От этого зависит будущее страны. Наши дети и мы живем в этой стране, поэтому мы должны активно участвовать в жизни государства. Поэтому я приглашаю всех принять участие 18 марта в выборах. Когда народ един, он един во всем, и он должен быть единым. И когда он проголосовал, я думаю, что его проблемы процентов на 90, как говорится, устранятся и сделать, и люди будут иметь свой спортзал. И вот соборная мечеть у нас скоро на выходе в Симферополе. Вот. И наша мечеть, и детские площадки. То есть все должно быть для человека сделано комфортно, удобно. Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года в 4-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Крымчане будут впервые выбирать главу государства. Айша Шулакова, Мухаммед Нестуров, телеканал «Миллет».